Цены кусаются, да? Цены кусаются, да. И по нынешним временам, по доходам людей, тяжеловато людям. Валерий Матов выбирает автомобиль для сына. С покупкой не спешит, пока осматривается. Поиски подходящего транспорта он начал еще месяц назад. По его словам, кризис на ценах сказался сильно. Но в Якутии это пока не ощущается, чем в пограничных регионах. Выросли цены. Не намного, но выросли. Или так держатся в этом же уровне. Во Владивостоке практически не берут машины, потому что там цены вообще заоблачные. Знаменитая «зеленка» во Владивостоке действительно ощущает кризис. За последние 2 года цены здесь поднялись практически вдвое. Курс валют напрямую влияет на таможенные пошлины. Из-за этого очень сильно выросла цена на автомобили. К этому прибавился еще и фактор падения покупательной способности. На первичном рынке также наблюдается рост цен. По данным аналитического центра «Автостат», за 2 месяца стоимость автомобилей поднялась на 18%. Сергей Целиков, директор «Автостата», спрогнозировал, что такая тенденция продолжится. Из-за низкого курса российского рубля по отношению к иностранным валютам тенденция роста цен на автомобили в нынешнем году сохранится. Впрочем, дилерские центры отрицают сильное повышение автомобильных цен. По их мнению, рост стоимости отдельных марок вообще незначительный. При этом есть вероятность, что у населения в ближайшее время появится и спрос на новые машины. Рубль потихоньку укрепляется, поэтому у людей уверенность все-таки появилась уверенность, и они по продаже машин тоже активизация потихоньку идет. Отечественные автомобили валютный курс коснулся не так сильно, как иномарки. По данным «Автостата», они подорожали максимум на 15%. Но спрос уже не на таком низком уровне, как несколько лет назад. Эксперты прогнозируют понижение цен «АвтоВАЗа» из-за смены руководства. В середине марта Совет директоров «АвтоВАЗа» сменил президента из-за убытков в прошлом году. По словам экспертов, скорее всего, автоконцерн заменит зарубежные детали на отечественные. Поставщики комплектующих рассчитывают на то, что это поспособствует снижению стоимости российской автомашины на 5-7%. Юлиан Бояркин, Денис Попов, Вести, Якутск.